В современном мире наличие диплома о высшем образовании стало уже чем-то само собой разумеющимся. Даже если этот самый зачастую выстраданный диплом впоследствии долгие годы будет пылиться в шкафу за ненадобностью. Почему же выстраданный? Да потому что нередки случаи, когда решение поступить в вуз было принято не самим молодым человеком, а его родителями, которые смогут потом с гордостью заявить о том, что у их ребенка есть не абы какое, а таки высшее образование. И теперь дело за малым. Найти ему под стать теплый кабинет. Именно об этом говорили за круглым столом в центре имени Даура Зантария. Но статистика по данной теме живо отрезвляет. Она свидетельствует, большая часть выпускников вузов не работает по специальности. Конечно же, немалую роль в этом играет и дефицит рабочих мест в республике. Таким образом, массовая погоня за дипломом высшего образца привела к катастрофической нехватке специалистов так называемого среднего звена, то есть сантехников, электриков, поваров и других профессий. Этот фактор, безусловно, отражается и на экономике страны. Экономику без среднего технического звена, профессионального, мы никогда не поднимем. Это очевидная вещь. Но сегодня существуют такие проблемы. Какие? Все это связано с военной разрухой послевоенной. Это понятно. Вся наша промышленность, наше производство, наши фабрики, заводы, они не были такими уж крупными, но они были производственные линии, и новые были, и иностранного производства были. Они почти все, как мы знаем, после войны оказались или распроданными, или разрушенными. Все училища тоже были не то что разрушены, их просто обокрали. Там ничего не было внутри, ни мебели в большинстве случаев, ни учебных этих книг, ни оборудования. Участники встречи отмечали, что бумажка для людей давно стала важнее действительно ценных знаний, самообразования, труда. Получают выпускники такие дипломы ради галочки и престижа, тогда как в стране необходимы реальные технические кадры. Потому год назад общественная организация «Амилат Трисурского» взялась за создание проекта «Расширенные возможности образования и трудоустройства для многонациональной молодежи». Целый год организация вела интенсивную работу по пропаганде средних специальных учебных заведений, коих в нашей стране более десятка. Это Сухумский медицинский колледж, Сухумский госколледж, Абхазский многоотраслевой колледж, Государственное училище культуры и другие. В начале программы, когда мы начинали, мы издали справочник, создали сайт. Справочник и на русском, и на абхазском языке. Сайт наш тоже на русском и на абхазском языке. Я думаю, что мы проделали очень большую работу. Мы объездили все школы Абхазии. У нас 12 средних специальных учебных заведений по Абхазии. Мы работаем с ними, сотрудничаем, отбираем детей, посылаем учиться. На встрече также обсуждался вопрос о состоянии специальных учебных заведений, которые оставляют желать лучшего. В них отсутствует техническое оснащение, а в некоторых необходимо провести капитальный ремонт. Участники круглого стола подчеркивали, что государство должно поощрять достойной зарплаты высококвалифицированных работников технических специальностей, что приведет к поднятию их престижа, а следовательно и востребованности.